Холодный металл наручников сухо щелкнул на запястьях Виктора Николаевича, эхом отразившись от стен моей некогда безупречной прихожей. Перепуганные туристы с растерянными лицами жались к входной двери, прижимая к себе массивные чемоданы, пока оперативники методично пересчитывали меченые купюры, разложенные на моем кухонном столе из массива дуба. Я стоял посреди комнаты, вдыхая чужой, до тошноты приторный цветочный парфюм, въевшийся в обои, и молча смотрел прямо в бегающие, жалкие глаза человека, которому доверил охранять свое единственное убежище. Меня зовут Алексей Дмитриевич Чернов. Мне 32 года, и большую часть своей взрослой жизни я провожу там, где нет ни твердой земли, ни постоянства, среди серой и безжалостной пустоты океана. Я работаю старшим помощником капитана на огромном торговом сухогрузе. Мой порт приписки — ледяной, продуваемый всеми ветрами Мурманск. А мой рабочий график — это бесконечная череда вахт. 20 суток в море, преодолевая штормы, качку, соленый туман и пронизывающий холод, который пробирается под кожу в самые кости. Жизнь моряка — это добровольная изоляция. На корабле ты окружен лязгом металла, гулом многотонных дизельных двигателей, вибрацией, которая никогда не прекращается, и людьми, от которых невозможно спрятаться. Именно поэтому для меня всегда существовала лишь одна сверхценность — мое личное пространство, моя квартира. Я купил ее в Санкт-Петербурге на тихой улице Васильевского острова, вложив в эти квадратные метры каждую каплю пота, каждую бессонную ночь на капитанском мостике. Это была не просто недвижимость. Это был мой храм, моя личная, неприступная крепость, где пол никогда не уходит из-под ног, где царит абсолютная стерильная тишина. Я обставил ее с маниакальным перфекционизмом. Дорогие тяжелые портьеры, поглощающие свет, идеальный дубовый паркет — книги, выстроенные по росту на полках. Я знал каждую царапинку на мебели, каждую ворсинку на ковре. Когда я возвращался с рейса, я запирал тяжелую стальную дверь на 3 оборота замка, выключал телефон и просто лежал на полу, слушая тишину. В эти моменты я чувствовал себя в абсолютной безопасности. Проблема заключалась в том, что 20 дней в месяц эта крепость стояла пустой. Моя паранойя родилась не на пустом месте. Когда мне было 10 лет, у меня был лучший друг — лохматый дворовый пес по кличке Пират. Я выходил его, когда он был еще щенком, и мы были неразлучны. В нашем подъезде жил милый старичок, который всегда улыбался, угощал меня конфетами и трепал Пирата по загривку. А потом, одним пасмурным ноябрьским утром, Пират умер в страшных муках. Ветеринар сказал, что это был крысиный яд, спрятанный в кусок ливерной колбасы. Позже я случайно увидел, как тот самый улыбчивый сосед раскладывал отраву у подвальных отдушин. Этот урок врезался в мою психику навсегда. Самые страшные удары наносят те, кто приветливее всего тебе улыбается. Доверять нельзя никому. Именно поэтому, оставляя свою квартиру в Петербурге, я не мог просто закрыть дверь и забыть о ней. Мне нужен был страж. Человек, который будет следить за порядком, проверять почтовый ящик, поливать мой единственный фикус и раз в неделю присылать мне короткое сообщение: «Все в порядке». Этим человеком стал председатель нашего товарищества собственников жилья Виктор Николаевич Орлов. Виктор Николаевич был мужчиной солидным, лет 60, с аккуратной седой бородкой, тихим, вкрадчивым голосом и манерами петербургского интеллигента. Он всегда носил выглаженные рубашки, пах хорошим одеколоном и казался воплощением надежности. Я платил ему 15 000 рублей в месяц. Солидную сумму за 5 минут работы в неделю,
Просто за то, чтобы он открывал дверь моим запасным ключом, убеждался, что трубы не текут, а окна целы. Он казался идеальным хранителем очага. Эта иллюзия разбилась вдребезги на 15-й день моего осеннего рейса. Мы шли через Баренцево море. Погода стояла отвратительная, свинцовые волны тяжело бились о борта сухогруза, небо сливалось с водой в единую серую массу. Я только что сменился с вахты и спустился в каюту, чувствуя свинцовую усталость во всем теле. Спутниковый интернет на судне работал с перебоями, но когда телефон наконец поймал сигнал, на экран посыпались уведомления. Среди десятка рабочих писем и спама выделялось одно сообщение в мессенджере. Оно было от соседки снизу, Анны Павловны, сухонькой старушки, которая редко выходила из дома. «Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Вы уже вернулись? А то я третью ночь слышу шаги сверху, скрип мебели какой-то, и музыка вчера играла. Вы бы хоть предупредили, что гости будут». Я перечитал сообщение трижды. Каждое слово отдавалось в висках глухим пульсом. Какие шаги? Какие гости? Я находился в 1000 морских миль от Петербурга. Моя квартира должна стоять на сигнализации, темная и пустая, как склеп. Сердце ёкнуло, холодная испарина мгновенно покрыла спину. Я тут же набрал номер Виктора Николаевича. Гудки шли мучительно долго, прерываясь характерным треском спутниковой связи. «Да, Алексей Дмитриевич», — раздался в трубке его всегда бодрый, елейный голос. «Рад слышать. Как плавание?» «Виктор Николаевич». Мой голос прозвучал хрипло, я откашлялся. «Анна Павловна снизу пишет, что у меня в квартире кто-то ходит. Музыка играет. Что там происходит? Вы проверяли квартиру?» Наступила пауза. Всего на секунду, но мое натренированное ухо уловило в этой паузе легкую, едва заметную заминку. «Ах, Анна Павловна!» Виктор Николаевич мягко рассмеялся. «Алексей Дмитриевич, но вы же знаете нашу Анну Павловну. У нее возраст, давление, слышимость в нашем доме сами знаете какая. Звук по трубам идет с 5-го этажа, а кажется, что над головой. Я был у вас буквально вчера. Все тихо, спокойно. Фикус ваш колосится. Сигнализация на месте. Вы уверены?» «Абсолютно, голубчик, клянусь своим здоровьем. Кстати, раз уж вы позвонили, тут пришла квитанция за электричество. Сумма немного странная, почти в 3 раза больше обычного. Но вы не волнуйтесь, наверное, сбой счетчика или вы забыли выключить теплый пол перед отъездом. Я на днях вызову электрика из управляющей компании, мы во всем разберемся. Отдыхайте, работайте спокойно. Ваша крепость под надежной защитой». Он говорил еще что-то, осыпал какими-то успокаивающими фразами, но я его уже не слышал. Я смотрел в серый иллюминатор, за которым бушевал шторм, и чувствовал, как внутри меня медленно, неотвратимо поднимается ледяная волна паники и ярости. Счет за электричество вырос втрое. В моей квартире не было теплого пола. Я никогда его не устанавливал. А перед каждым уходом в рейс я лично, маниакально дважды проверял каждый рубильник на щитке, оставляя работать только холодильник. Ошибки быть не могло. Кто-то был в моем доме. Кто-то ходил по моему дубовому паркету, жег мой свет, трогал мои вещи. И человек, которому я платил за защиту, нагло лгал мне прямо в лицо, прикрываясь заботой. Связь оборвалась из-за качки, оставив в трубке короткие гудки. Я сидел на узкой койке своей каюты, сжимая телефон так, что побелели костяшки пальцев. Физическое расстояние до моего дома в этот момент ощущалось как пытка. Я был заперт в плавучей железной тюрьме посреди ледяного океана, в то время как мое самое сокровенное место на земле прямо сейчас осквернялось чужими людьми. Я вспомнил улыбку соседа, отравившего пирата. Я вспомнил мягкий, успокаивающий голос Виктора Николаевича. «Ваша крепость под надежной защитой».
Меня затрясло. Это был не просто страх за имущество. Это было глубокое, почти животное чувство нарушенной территории. Мое логово было взломано. Я встал, подошел к раковине и плеснул в лицо ледяной водой. Дыхание медленно выравнивалось, паника ушла, оставив после себя лишь кристально чистую, холодную решимость. Я посмотрел на свое отражение в зеркале над раковиной. Глаза были красными от недосыпа, скулы заострились. Я не собирался звонить в полицию по спутниковому телефону. Я не собирался просить Виктора Николаевича поменять замки. Я должен был увидеть все своими глазами. Увидеть этих людей. Понять масштабы предательства. Рейс должен был продлиться еще 2 недели, но у меня накопилось достаточно отгулов, а капитан был моим хорошим должником. На ближайшей стоянке в Мурманске, которая намечалась через 2 дня для дозаправки, я сойду на берег. Я возьму билет на первый же самолет до Санкт-Петербурга. Никто, ни единая живая душа, и уж тем более председатель ТСЖ Орлов, не будет знать о моем возвращении. Охота началась. Я возвращался в свой дом, чтобы стать призраком в собственных стенах. 2 суток до швартовки в Мурманске превратились для меня в изощренную, непрекращающуюся психологическую пытку. Время на корабле словно загустело, превратившись в вязкую смолу. Каждая минута ожидания казалась физически ощутимым грузом, давящим на плечи. Ритмичный утробный гул многотонного судового дизеля, который обычно действовал на меня как успокоительное, теперь казался издевательским смехом. Я почти перестал спать. Лежа в узкой койке своей каюты, уставившись в низкий металлический потолок, я раз за разом прокручивал в голове короткий разговор с Виктором Николаевичем. «Ваша крепость под надежной защитой», — эхом звучал в моем воспаленном мозгу его вкрадчивый голос. Я закрывал глаза и вместо спасительной темноты видел свою квартиру площадью в 80 квадратных метров. Я мысленно проходил по ней, от тяжелой входной двери по дубовому паркету коридора, мимо встроенного зеркального шкафа, в гостиную, где на полках ровными рядами стояли мои книги. Я помнил корешок, каждый из них. Я помнил, как пахнет в моей спальне. Смесью дорогого кедрового диффузора, свежевыстиранного хлопка и чуть уловимого аромата старой кожи от моего любимого кресла. А затем в эти стерильные, идеальные чертоги моего разума вторгались чужаки. Я представлял, как безликие, грязные тени ходят по моему полу в уличной обуви. Как они открывают мой холодильник, как включают воду в моей душевой кабине, как ложатся на мой матрас, сминая простыни. От этих видений к горлу подкатывала тошнота, а сердце начинало биться так гулко, что, казалось, вот-вот сломает ребра. Мое личное пространство, моя единственная точка опоры в этом нестабильном мире, подвергалась насилию прямо сейчас, в эту самую секунду, пока я был заперт в металлической коробке посреди ледяных волн. Наконец, когда на горизонте показались серые заснеженные сопки и краны Мурманского порта, я пошел к капитану. Степан Ильич был человеком суровым, выжженным морем и ветрами, но он уважал меня за исполнительность. «Степан Ильич, мне нужно сойти на берег», — сказал я, стоя в дверях его каюты. Мой голос звучал глухо, почти безжизненно. «Прямо сейчас. Я беру отпуск за свой счет на оставшиеся 2 недели рейса». Капитан нахмурил густые, тронутые инеем седины брови, отложив судовой журнал. «Что стряслось, Алексей? Ты же знаешь, у нас впереди еще переход до Архангельска. Половина команды на больничном, штормила знатно. Кто тебя заменит?» «У меня беда». Я посмотрела ему прямо в глаза, не моргая. Я никогда не умел лгать.
Но сейчас слова рождались сами собой, продиктованные инстинктом самосохранения. Семейные обстоятельства. Близкий человек в реанимации. Если я не вылечу сегодня, могу не успеть. Степан Ильич долго изучал мое осунувшееся, бледное лицо. Видимо, то безумие и отчаяние, что плескались в моих глазах, были достаточно убедительны. Он тяжело вздохнул и махнул рукой. «Собирай вещи. Спишем на берег. Но чтобы к следующему рейсу был как штык Чернов». Я собрал свою дорожную сумку ровно за 7 минут. Оставив большую часть вещей в рундуке, я взял только самое необходимое. Документы, ноутбук, зарядное устройство и все наличные деньги, что были при мне. Когда я спускался по обледенелому трапу на бетонный пирс Мурманского порта, температура воздуха была около минус 15 градусов. Ледяной ветер пробирал до костей, забивался под воротник куртки, но я не чувствовал холода. Внутри меня горел пожар холодного, расчетливого бешенства. Такси до аэропорта обошлось мне в 1200 рублей. Билет на ближайший рейс до Санкт-Петербурга в 23 тысячи. Я расплачивался не глядя, механически передавая купюры и карточку. Мое тело функционировало на автопилоте, в то время как сознание уже давно находилось на Васильевском острове. Рейс длился ровно 2 часа и 10 минут. Самолет трясло в зоне турбулентности. Пассажиры вокруг нервно переговаривались, плакал чей-то ребенок, но для меня все это слилось в монотонный белый шум. Я сидел у иллюминатора, прижавшись лбом к холодному пластику, и смотрел в черную бездну за стеклом. Я пытался убедить себя, что это паранойя, что Анна Павловна ошиблась, что счет за электричество — это действительно сбой в системе, ошибка управляющей компании, но интуиция — тот самый внутренний компас, который не раз спасал мне жизнь во время штормов в открытом море, настойчиво твердила обратное. Санкт-Петербург встретил меня промозглым, косым дождем со снегом. Часы показывали 2:30 ночи, когда такси остановилось за 2 квартала до моего дома. Я попросил водителя припарковаться подальше, расплатился и вышел в сырую темноту. Я не хотел, чтобы свет фар случайно мазнул по окнам моей квартиры. Я крался к собственному дому, как вор, как преступник. Мой дом, монолитная 8-этажная новостройка бизнес-класса, возвышался впереди темной громадой. Окна моей квартиры на 4-м этаже были темными, никакого света, никакого движения. Я обошел здание со двора, стараясь держаться в тени деревьев. Дворник давно убрал снег, и мои шаги по мокрому асфальту казались оглушительно громкими. Я приложил магнитный ключ к домофону, раздался короткий писк, и массивная стеклянная дверь поддалась. В подъезде пахло сырой штукатуркой и дорогим моющим средством. Я проигнорировал бесшумный лифт с зеркальными панелями и пошел вверх по лестнице. Я не хотел рисковать. Звук останавливающейся кабины на пустом ночном этаже мог разбудить кого угодно. 4-й этаж. Серый керамогранит на полу, идеальная чистота, 4 массивные двери на лестничной клетке. Моя — крайняя справа. Я остановился перед ней. Сердце колотилось где-то в горле, ладони стали влажными. Я прислушался. Из-за толстой стали, проложенной двойным слоем звукоизоляции, не доносилось ни звука. Я достал связку ключей. Мои руки дрожали. Потребовалось невероятное усилие воли, чтобы вставить длинный ключ от сувальдного замка в замочную скважину. Первый оборот. Второй. Третий. Затем нижний, цилиндровый замок. Щелчок. Я нажал на ручку и медленно, миллиметр за миллиметром потянул тяжелую створку на себя. Запах. Это было первое, что ударило по моим обнаженным нервам. В моей квартире не пахло моим домом. Мой тщательно подобранный кедровый аромат был погребен под дешевой, вульгарной смесью химического цитрусового освежителя воздуха, чужого пота и сладковатого, приторного женского парфюма.
Этот запах висел в воздухе густым, осязаемым облаком. Он въелся в стены, пропитал портьеры. У меня перехватило дыхание, словно меня ударили под дых. Я шагнул внутрь, тихо прикрыв за собой дверь, но не защелкивая замок до конца. В прихожей было темно. Свет падал только из подъезда сквозь узкую щель в дверном проеме. Я не стал включать верхнее освещение. Я достал телефон и включил тусклый фонарик, направив луч на пол. Мой идеальный дубовый паркет, который я натирал специальной мастикой перед отъездом. В луче света я увидел разводы от грязной обуви, мелкие капли засохшей грязи и песок возле банкетки. Но хуже всего были мелочи, детали, которые мог заметить только человек, страдающий параноидальным перфекционизмом. Мои темно-синие домашние тапочки, которые я всегда оставлял строго параллельно друг другу у левой ножки банкетки, сейчас валялись в разных углах прихожей. Причем один был небрежно перевернут подошвой вверх. Обувная ложка висела на крючке не той стороной. Я медленно двинулся дальше по коридору, чувствуя, как внутри разрастается ледяная, черная пустота. Кухня. На стеклянном обеденном столе, который я протирал до идеального блеска, красовались липкие круги от кружек и россыпь хлебных крошек. Моя дорогая кофемашина, которую я всегда отключал от сети и накрывал специальным чехлом, была включена. В поддоне стояла мутная коричневая вода. В раковине лежала чужая губка для посуды, ядовито-розовая, в то время как я всегда покупал только черные. Они даже не пытались скрыть свое присутствие. Они пользовались моим домом так, словно это был дешевый гостиничный номер. Я подошел к двери спальни и замер. Дверь была приоткрыта. Оттуда доносилось ровное, спокойное дыхание. Дыхание спящих людей. Кровь прилила к лицу. В этот момент я перестал быть цивилизованным человеком, старшим помощником капитана. Во мне проснулся первобытный, дикий инстинкт хозяина, чью территорию нагло, бесцеремонно захватили. Я толкнул дверь спальни. В тусклом свете уличных фонарей, пробивающимся сквозь неплотно задернутые, не мной, шторы, я увидел свою кровать. На моем ортопедическом матрасе под моим одеялом спали двое — мужчина и женщина. Их одежда была небрежно брошена на мое любимое кожаное кресло. На прикроватной тумбочке стояли 2 недопитые бутылки пива и лежали какие-то смятые чеки. Моя рука инстинктивно потянулась к выключателю. Я хотел зажечь свет, ослепить их, схватить этого ублюдка за горло и вышвырнуть их обоих на лестничную клетку голыми. Я хотел реветь от бешенства, бить и крушить. Но пальцы, уже коснувшиеся гладкого пластикового выключателя, замерли. Разум, холодный и безжалостный разум моряка, привыкшего действовать в критических ситуациях, взял верх над эмоциями. Если я устрою скандал сейчас, я выгоню этих двоих. Вызову полицию. Они скажут, что сняли квартиру через интернет, покажут переписку с каким-нибудь подставным аккаунтом. Полиция разведет руками. Гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд. А настоящий организатор — тот, кто впустил их сюда, тот, у кого есть мои ключи, Виктор Николаевич, просто заляжет на дно. Он выкрутится. Скажет, что ключи украли, что он ничего не знал, и я никогда не смогу доказать, как долго это продолжалось, сколько людей прошло через мою постель и сколько денег этот седой ублюдок заработал на моем доверии. Я отдернул руку от выключателя. С трудом сдерживая рваное дыхание, я попятился назад в спасительную темноту коридора. Мой взгляд упал на массивную фигурку Будды, стоявшую на комоде в гостиной, мой сувенир из первого рейса в Азию. Под ее основанием было достаточно места.
Я уже знал, что должен сделать. Я не буду просто жертвой, я стану невидимым зрителем. Я соберу доказательства, которые уничтожат их всех, которые не оставят им ни единого шанса уйти от правосудия. Я бесшумно развернулся, стараясь не наступать на скрипучие половицы, о которой узнал только я, и также тихо вышел из квартиры, аккуратно заперев замки на все 3 оборота. Стоя на лестничной клетке 4-го этажа, вдыхая прохладный подъездный воздух, я достал телефон и вбил в поисковик один единственный запрос: купить скрытые камеры наблюдения с микрофоном в Санкт-Петербурге круглосуточно. Игра началась. Но теперь я буду диктовать в ней правила. Поисковик выдал несколько десятков результатов, но в половине 3-го ночи реальных вариантов было немного. Мой взгляд зацепился за неприметный сайт с черным фоном, предлагающий профессиональное оборудование для негласного контроля. Телефонный номер оказался рабочим. Человек на другом конце провода, обладатель хриплого, прокуренного баса, не задавал лишних вопросов. Мы договорились о встрече через 1,5 часа на пустой парковке возле круглосуточного гипермаркета на окраине города. Ожидание тянулось мучительно долго. Я сидел на холодной бетонной скамейке в соседнем дворе, не сводя глаз с освещенного подъезда своего дома. Мелкий петербургский дождь проникал сквозь куртку, но я чувствовал лишь ледяной ком, застрявший где-то между ребер. Мой мозг, привыкший к четким алгоритмам на капитанском мостике, уже выстраивал план действий. Мне нужно было дождаться, когда эти двое, те, что сейчас спали на моих простынях, покинут квартиру. Затем мне требовалось окно. Несколько часов абсолютной тишины, чтобы превратить свой дом в стеклянную банку с жуками, за которыми я буду наблюдать через микроскоп. Ровно в 4 часа утра к стоянке гипермаркета бесшумно подкатил черный седан с тонированными стеклами. Водитель, плотный мужчина в надвинутой на глаза бейсболке, молча передал мне картонную коробку, обмотанную непрозрачным скотчем. Я отчитал 120 тысяч рублей 5-тысячными купюрами. В коробке лежали 3 миниатюрные камеры с широкоугольными объективами размером со спичечную головку, автономными микрофонами и модулями для передачи зашифрованного сигнала через домашний Wi-Fi. Я вернулся на свой наблюдательный пост во дворе. Наступило утро. Серое, промозглое, типично петербургское утро, стирающее границы между небом и мокрым асфальтом. В половине 10-го дверь моего подъезда открылась. На крыльцо вышли те самые двое. Мужчина лет 40 с помятым лицом катил за собой массивный пластиковый чемодан. Женщина куталась в бешевый пуховик. Они выглядели как обычные туристы из провинции, приехавшие на выходные. Они смеялись. Мужчина что-то рассказывал, размахивая свободной рукой. Они сдали ключи. Кому? Ответ не заставил себя долго ждать. Спустя 40 минут к подъезду подошла молодая пара. Парень, высокий, худощавый, в модных укороченных джинсах и с татуировкой на шее. И девушка с ярко-красными волосами, завязанными в небрежный пучок. У парня в руках был брендированный бумажный пакет из дорогого супермаркета, из которого торчала рукоятка швабры и упаковки бумажных полотенец. Они вели себя по-хозяйски. Парень достал из кармана магнитный ключ, пикнул домофоном, и они скрылись за стеклянной дверью. Это были не жильцы. Это была обслуживающая бригада. Те, кто превратил мою крепость в проходной двор. Позже я узнаю их имена. Денис и Алина. Но сейчас они были для меня просто 2 безликими мародерами, нагло орудующими на моей территории. Они пробыли наверху ровно 1 час и 15 минут. Вышли уже без пакета, Денис на ходу что-то быстро печатал в смартфоне, Алина курила электронную сигарету. Как только они скрылись за углом дома, я бросился к подъезду.
Второй вход в собственную квартиру дался мне еще тяжелее, чем ночной. Теперь здесь был свет, и теперь я видел все масштабы бедствия. Запах цитрусового освежителя стал почти невыносимым, маскируя запах хлорки и влажных тряпок. Эти двое действительно прибрались, но их уборка была лишь поверхностной декорацией, дешевой иллюзией чистоты для следующих клиентов. Я прошел в спальню. Постельное белье было заменено. Но это было не мое белье. Мой дорогой египетский хлопок, который я заказывал из Италии, исчез. Вместо него матрас был застелен дешевой, жесткой тканью ядовито-зеленого цвета в нелепую полоску. На прикроватной тумбочке больше не было пивных бутылок, но на полированном дереве остался мутный, въевшийся след от пролитого алкоголя. В ванной комнате исчезли мои пушистые полотенца. Вместо них на полотенцесушителе висели два тонких, застиранных куска махровой ткани. Моя дорогая бритва, флакон с парфюмом, зубная щетка — все это было сброшено в пластиковый контейнер и задвинуто в самый дальний угол шкафчика под раковиной, словно мусор. Меня замутило. Физически, по-настоящему замутило, как молодого матроса в его первый 9-бальный шторм. Я бросился к унитазу, опустился на колени на холодную плитку, и меня вырвало одной лишь желчью, ведь я ничего не ел со вчерашнего дня. Я тяжело дышал, глядя на дешевый туалетный утенок, прилепленный к краю фаянса чужими руками. «Соберись, Чернов, соберись», — приказал я себе, поднимаясь и вытирая лицо тыльной стороной ладони. Сейчас нельзя было поддаваться эмоциям. Сейчас нужно было работать. Я достал из коробки оборудование. Мои руки больше не дрожали. Движения стали точными, выверенными, механическими. Так я работал с навигационными приборами в условиях нулевой видимости. Первую камеру я вмонтировал в корпус датчика дыма на потолке в прихожей. Отсюда открывался идеальный обзор на входную дверь и часть коридора. Я смогу видеть каждое лицо, каждого человека, переступающего мой порог. Я смогу фиксировать время их прихода и ухода. Вторая камера отправилась в гостиную. Тот самый тяжелый бронзовый Будда оказался идеальным укрытием. Я аккуратно высверлил микроскопическое отверстие в складках его мантии, пропустил провода внутрь полой статуэтки и закрепил объектив. Теперь под круглосуточным контролем была центральная зона, диван и обеденный стол. Третью камеру я спрятал на кухне, за решеткой вентиляционной вытяжки над плитой. Это была стратегическая точка. Именно на кухне люди чаще всего расслабляются, пересчитывают деньги, ведут откровенные разговоры. Микрофоны на устройствах были невероятно чувствительными. Производитель обещал, что они уловят шепот на расстоянии 10 метров. Я подключил систему к своему роутеру, пароль от которого, к счастью, не поменяли. Синхронизировал поток с приложением на смартфоне. На экране появились 3 идеальных четких прямоугольника. Цветное изображение в высоком разрешении. Я помахал рукой в объектив Будде. На экране с задержкой в полсекунды моя бледно измученная копия повторила жест. Ловушка была расставлена. Я не взял из дома ни одной вещи, чтобы не нарушить композицию, созданную мародерами. Я вышел, дважды провернул ключ в замке и отправился искать себе временное убежище. Я снял крошечную убитую студию на самой окраине города, в районе Девяткина, где высотные муравейники плотной стеной закрывали горизонт. Это обошлось мне в 1500 рублей в сутки. Комната пропахла жареным луком и старой пылью, обои отходили от стен желтоватыми лоскутами, а из крана на кухне монотонно, с раздражающим стуком капала вода. В этом была какая-то горькая, извращенная ирония. Я, успешный морской офицер, зарабатывающий $1000 в месяц,
ютился в бетонной клетке на задворках мегаполиса, в то время как совершенно чужие люди пили кофе на моей дубовой кухне в центре города. Я бросил сумку на продавленный диван, достал ноутбук и подключил его к сети. За окном сгущались ранние петербургские сумерки. Я открыл программу видеонаблюдения, развернув все 3 камеры на полный экран. Квартира была пуста. Тишина в динамиках казалась звенящей. Я сидел в темноте съемной студии, освещаемой лишь голубоватым сиянием монитора, и чувствовал себя вуайеристом, охотником, затаившимся в засаде. На часах было 6 вечера, когда тишину разорвал резкий металлический скрежет. Кто-то вставлял ключ в мой замок. Я инстинктивно подался вперед, почти прижавшись носом к монитору. Дыхание перехватило. На экране камеры из прихожей дверь распахнулась. В прихожую ввалилась шумная компания. 4 молодых парней с огромными спортивными сумками. Они громко гоготали, матерились, стряхивая мокрый снег с курток прямо на мой паркет. Один из них, крупный детина в пуховике, не разуваясь, прошел в гостиную и с размаху бросил свою грязную сумку на мой светлый диван. «Нормальная хата!» — пробасил он, и его голос четко, без искажений, передался через микрофон камеры, заставляя меня вздрогнуть. «Слышь, Жека, а хозяин точно не нагрянет?» Второй парень, худой и вертлявый, презрительно хмыкнул, доставая из кармана ключи и бросая их на стеклянный стол. Звон металла царапнул меня по нервам. «Да расслабься ты. Денчик сказал, хата железно пустая. Хозяин какой-то лох-морячок. В рейсе до Нового года будет куковать на Северном полюсе. Мы тут короли на ближайшие 3 суток. Доставай вискарь». Я сидел в холодном свете экрана, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони до крови. Лох-морячок. Они смеялись надо мной. Они топтали мою жизнь грязными ботинками, уверенные в своей абсолютной безнаказанности. Моя рука потянулась к телефону. Один звонок в полицию, и их выведут оттуда в наручниках. Но я одернул себя. Наказание этих идиотов не решит проблему. Денчик. Вот кто мне нужен. Денис, парень с татуировкой на шее, который утром убирал квартиру. И тот, кто передал Денису ключи и график моих рейсов. Мой глубоко уважаемый Виктор Николаевич Орлов. Я должен был вытерпеть эту пытку. Я должен был собрать столько грязи, столько неопровержимых видеодоказательств, чтобы раздавить их всех разом, не оставив ни единой лазейки для оправдания. Я налил себе стакан холодной воды из-под крана, поставил запись эфира на жесткий диск и приготовился смотреть. Мой личный спуск в ад только начинался. Следующие 3 суток превратились для меня в нескончаемый, изматывающий кошмар наяву. Я сидел перед экраном ноутбука в своей сырой бетонной клетке на окраине города, словно прикованный к галере. Мои глаза покраснели от недосыпа. Кожа приобрела землистый оттенок, а желудок сводило от дешевой лапши быстрого приготовления, которую я заваривал прямо в пластиковом лотке. Но я не мог отвести взгляд. Я пил эту отраву жадными глотками, документируя каждый шаг захватчиков. 4 парней устроили в моем доме настоящий погром. Через чувствительные микрофоны камер я слышал каждое их слово, каждый взрыв гогота, звон бутылок и глухие удары, когда они в пьяном угаре боролись на моем диване в гостиной. Они курили прямо на кухне, стряхивая пепел в мою любимую фарфоровую чашку. На 2 сутки они привели 2 девиц с визгливыми голосами. Я до боли сжимал челюсти, глядя на экран, когда одна из них, шатаясь, пошла в мою спальню с тем самым крупным детиной. Я выключил звук. Я не мог этого слышать. Но изображение продолжало транслироваться, безжалостно фиксируя, как они оскверняют место, где я привык отдыхать от ревущего океана. Мой дом, моя тихая гавань,
превратился в грязный притон. И я, взрослый, сильный мужчина, офицер флота, был вынужден наблюдать за этим в роли бессильного вуайериста, собирая терабайты видеодоказательств на внешний жесткий диск. На утро 4-го дня компания наконец съехала. Они оставили после себя горы мусора, липкие полы и спертый воздух, тяжесть которого я физически ощущал даже через монитор. Спустя 2 часа в прихожей снова щелкнул замок. На экране появились знакомые лица — Денис и Алина. Они вошли деловито, без лишних эмоций, как рабочие на заводскую смену. Алина сразу достала из пакета резиновые перчатки и ту самую ядовито-розовую губку. «Ну и свинарник эти малолетки развели», — брезгливо бросила она, собирая пустые бутылки в огромный черный пакет. «Дэн, открой окна, дышать нечем». «Нормально. За их бабки можно и потерпеть», — хмыкнул Денис, направляясь к окну гостиной. «За 45 тысяч за 3 ночи я готов сам за ними эти бутылки сдавать». 45 тысяч. Цифра эхом отдалась в моей голове. 15 тысяч рублей за 1 ночь. Пока Алина мыла полы и меняла постельное белье на очередной дешевый синтетический комплект, я открыл на втором экране браузер. Мои пальцы со стервенением застучали по клавиатуре. Я вбил в поисковик запрос: «Снять квартиру посуточно, Васильевский остров, авторский ремонт». Мне потребовалось около 20 минут методичного пролистывания страниц на популярном сайте бронирования, прежде чем я увидел до боли знакомый фасад своего дома. Сердце ёкнуло. Я кликнул на объявление. Элитная евро-трёшка в историческом районе. Идеальная тишина, дизайнерский ремонт, мебель из массива дуба. Строго без вечеринок, гласил издевательский заголовок. Далее шли фотографии. Профессиональные, с хорошим светом. Моя спальня, моя гостиная, моя кухня. На одной из фотографий, в зеркале шкафа-купе, даже отразился краешек штатива фотографа. В качестве контактного лица был указан некий Эдуард. Статус профиля — суперхозяин. Я прокрутил страницу вниз к разделу отзывов. Их было 84. 84 отзыва от людей, которые спали в моей постели. Я начал читать, и с каждым словом ледяной холод в груди расползался все шире. Останавливались с семьей в мае. Все прекрасно, очень чистая квартира. Жили неделю в августе. Хозяин Эдуард очень вежливый, разрешил поздний выезд. Отличный вариант на новогодние праздники, снимали компании из 6 человек. Май, август, Новый год. Они сдавали мою квартиру не день и не 2. Они делали это месяцами. Почти 8 месяцев моя неприступная крепость работала как конвейер для туристов, командировочных и пьяных компаний. По моим грубым подсчетам, за это время через мой дом прошло больше 200 человек. Я откинулся на спинку продавленного дивана в своей девяткинской конуре и закрыл лицо руками. Я вспомнил, как в июле, находясь в порту Кейптауна, получил сообщение от Виктора Николаевича. «Алексей Дмитриевич, жара в Петербурге страшная, но ваш фикус я полил, в квартире проветрил, все в порядке, отдыхайте». А в это время здесь жила семья из Екатеринбурга. На экране монитора тем временем происходило движение. Арина закончила уборку, стянула перчатки и ушла, хлопнув дверью. Денис остался. Он заварил себе чай из моих запасов, сел за кухонный стол прямо под камерой, спрятанной в вытяжке, и достал из внутреннего кармана куртки толстую пачку наличных денег. Он методично пересчитывал купюры, раскладывая их на 2 стопки, одна потолще, другая потоньше. Мои глаза сузились. Зачем он ждет? Кому предназначена 2-я стопка? Спустя 15 минут тишину квартиры разорвал резкий звонок домофона. Денис лениво поднялся, прошел в прихожую и нажал кнопку на трубке.
«Да, заходите, открыто», — бросил он в динамик. Я затаил дыхание. Камера в прихожей транслировала пустой коридор. Секунды тянулись, как часы. Наконец, тяжелая входная дверь медленно открылась. На пороге стоял он, Виктор Николаевич Орлов, председатель товарищества собственников жилья. Человек, которому я доверял ключи от своей единственной святыни. Он выглядел безупречно, как и всегда. Светло-серое шерстяное пальто, аккуратно повязанный кашемировый шарф, идеально подстриженная седая бородка. Он тщательно вытер дорогие ботинки о коврик, прежде чем переступить порог. «Добрый день, Денис», — произнес Виктор Николаевич своим фирменным, мягким, интеллигентным баритоном. Микрофон уловил малейшие интонации его голоса. «Здрасте, Николаевич». Денис протянул ему руку, которую председатель ответил крепким рукопожатием. «Проходите на кухню, чайку налить». «Нет, благодарю, я спешу». Орлов прошел за Денисом на кухню, попадая точно в фокус третьей камеры. Он окинул взглядом сверкающие поверхности. «Молодцы. Убрались хорошо. А то Анна Павловна снизу опять мне все уши прожужжала. Жалуется на шум. Вы бы поаккуратнее с контингентом, Денис. Я же просил. Никаких студентов и шумных компаний». «Да ладно вам, Николаич», — отмахнулся Денис, присаживаясь за стол и пододвигая к председателю ту стопку денег, что была потоньше. «Нормальные ребята были. Просто футбол смотрели. Зато заплатили по тройному тарифу. Вот ваша доля за первую половину месяца. Ровно 120 тысяч рублей. Как договаривались, 30% от оборота». Виктор Николаевич небрежным, элегантным жестом взял деньги. Его ухоженные пальцы с аккуратным маникюром быстро, профессионально перелистали пятитысячные купюры. «Прекрасно. А что наш водоплавающий?» Губы председателя изогнулись в снисходительной усмешке. «Морячок-то». Денис заржал. «Да плавает где-то среди пингвинов. Я проверял брони до конца ноября. У нас полная посадка. Так что стрижем купоны дальше». «Хорошо». Орлов аккуратно убрал деньги во внутренний карман пальто. «Только квитанции за свет надо как-то оптимизировать». Он звонил мне по спутнику, спрашивал, почему такие счета. Я, конечно, наплел ему про сбой счетчика и теплые полы, но дурака из него делать не стоит. В следующий раз пускайте квартирантов с условием экономии электричества. «Сделаем, Николаич. Все будет в лучшем виде». Они пожали друг другу руки, и председатель неспешно покинул квартиру, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я сидел перед потухшим экраном, на котором Денис продолжал пить мой чай, и чувствовал, как внутри меня что-то окончательно и безвозвратно сломалось. Иллюзия рухнула. В этот момент я убил в себе последние остатки сострадания. Мой детский кошмар повторился в точности. Тот, кто приветливее всех улыбался, кто обещал заботу и защиту, оказался самой подлой, алчной крысой. Он продавал мое доверие за 30% от выручки. Он смеялся надо мной, стоя на моей собственной кухне. Я нажал кнопку «Сохранить запись», перекинул файл на 2 независимых облачных хранилища и закрыл ноутбук. Моя стадия сбора информации была завершена. Доказательств было более чем достаточно. Признание вины на камеру, факт передачи денег, обсуждение мошеннической схемы в составе организованной группы. Пришло время действовать. Я достал телефон и набрал номер, который мне дал старший механик с нашего судна пару лет назад, сказав: «Если когда-нибудь окажешься в настоящем дерьме на берегу, звони ему. Он вытащит». Гудки шли недолго. «Адвокатский кабинет, слушаю вас», — раздался в трубке сухой, деловой голос. «Михаил Сергеевич Успенский?» — спросил я, и мой голос прозвучал так холодно и твердо, что я сам его не узнал. «Да, это я.
С кем имею честь? Меня зовут Алексей Чернов. Мне нужно уничтожить несколько человек. И мне нужен законный способ сделать это так, чтобы они запомнили это до конца своих дней. У меня есть видеозаписи, финансовые признания и взлом. Назначайте цену, Михаил Сергеевич. Деньги не имеют значения. На том конце провода повисла тяжелая, оценивающая пауза. Затем адвокат Успенский произнес: «Приезжайте в мой офис на Невском проспекте через час. Посмотрим, кого вы там собрались уничтожать». Дождь не прекращался. Невский проспект тонул в свинцовых лужах, отражающих неоновые вывески, когда я переступил порог старинного здания с массивными атлантами у входа. Офис адвоката Михаила Сергеевича Успенского располагался на 3-м этаже. Никакого кричащего золота или пафосных приемных, только тяжелая дубовая дверь, строгая табличка из матовой латуни и секретарь с лицом сфинкса, сразу же проводившая меня в кабинет. Михаил Сергеевич оказался мужчиной лет 50, сухим, подтянутым, с цепким, почти хирургическим взглядом серых глаз. На нем был безупречно скроенный темно-синий костюм, а стол перед ним был абсолютно пуст. Ни единой бумажки, только дорогой кожаный бювар и ноутбук. Он не стал тратить время на светские расшаркивания. Он жестом указал мне на глубокое кресло для посетителей, сложил руки домиком и приготовился слушать. Я не стал ничего рассказывать. Слова казались мне лишними, жалкими обрывками оправдания моей уязвимости. Я просто открыл свой ноутбук, развернул его экраном к адвокату и нажал кнопку воспроизведения. Я показал ему все. Как Денис и Алина по-хозяйски заходят в мою квартиру. Как чужие люди пьют, спят, разбрасывают вещи. Я показал объявление на сайте бронирования с 84 отзывами. И, наконец, я включил ту самую запись с кухни, где председатель товарищества собственников жилья Орлов пересчитывает наличные и рассуждает о том, как оптимизировать мои квитанции за свет. Михаил Сергеевич смотрел молча. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но я заметил, как потемнел его взгляд. Когда видео закончилось, он аккуратно закрыл крышку моего ноутбука и откинулся на спинку кресла. В кабинете повисла тяжелая густая тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем старинных напольных часов в углу. «Идеально», — наконец произнес адвокат, и в его голосе прозвучало холодное профессиональное восхищение. «Алексей Дмитриевич, вы проделали блестящую оперативную работу. Большинство людей на вашем месте вломились бы с криками, разбили бы этому Денису лицо и оказались бы на скамье подсудимых за побои, пока мошенники писали бы на них заявление. Меня не интересует большинство людей», — сухо ответил я, чувствуя, как внутри пульсирует сдерживаемая ярость. «Меня интересует, как сгноить их в тюрьме. Всех 3». Успенский кивнул, достал из внутреннего кармана платиновую перьевую ручку и начал крутить ее в длинных пальцах. «Слушайте меня внимательно, Алексей. Если мы просто придем в полицию с этими видеозаписями сейчас, дело могут попытаться спустить на тормозах. Участковый скажет: это гражданско-правовые отношения, у председателя были ключи. Он пустил квартирантов, идите судиться в гражданский суд. Они получат штраф, а то и вовсе выкрутятся. Нам это не нужно. А что нам нужно? Нам нужна 159-я статья Уголовного кодекса. Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору. Плюс 139-я статья. Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица. И чтобы это железобетонно устояло в суде, нам нужно поймать их с поличным в момент совершения преступления. Вы предлагаете ждать новых жильцов? Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота.
Мысль о том, что еще кто-то осквернит мой дом, была невыносима. «Да», — жестко отрезал Успенский. «Нам нужна контрольная закупка. Вернее, контролируемый захват. Когда приедут новые туристы, мы дадим им зайти, дадим Денису передать ключи и взять деньги. В этот самый момент, когда факт незаконной коммерческой сделки в вашей квартире будет совершаться, мы зайдем вместе с оперативной группой. Я свяжусь с нужными людьми в экономическом отделе полиции. Ваше видео с Орловым и деньгами станет триггером для возбуждения дела, а захват с поличным — гвоздем в крышку их гроба». Я закрыл глаза, глубоко вдыхая воздух, пахнущий дорогой кожей и бумагой. Я представил еще один день в бетонной конуре в Девяткино. Еще одну порцию чужих людей на моем паркете. Но разум моряка, привыкшего выжидать окончания шторма, соглашался с адвокатом. «Когда?» — коротко спросил я. «Вы следите за сайтом бронирования?» Успенский подался вперед. «Когда следующий заезд?» «Я проверял график перед выездом к вам. Завтра вечером. Пятница. Забронировано на 3 человек. Судя по всему, заезд после 6 вечера». «Отлично». Губы адвоката тронула ледяная полуулыбка. «Значит, завтра вечером мы захлопнем мышеловку. А председателя вашего, Виктора Николаевича, мы выманим чуть позже. Прямо в эпицентр. Оставшиеся сутки слились для меня в единую агонию. Я вернулся в свою съемную студию на окраине. Дождь барабанил по карнизу с монотонностью пыточного механизма. Я сидел перед экранами, пил остывший растворимый кофе и смотрел, как на следующее утро Алина снова пришла убирать квартиру. Она мыла полы моей шваброй, протирала пыль с моих книг. Я ненавидел каждое ее движение. Я ненавидел то, как уверенно она открывала шкафчики, как доставала чистые и дешевые полотенца из своего баула. Она была паразитом, уютно устроившимся в кровеносной системе моего дома. В 3 часа дня к Алине присоединился Денис. Они обсуждали вечерний заезд. «3 из Москвы», — говорил Денис, жуя яблоко из моего холодильника. «Сказали, будут часам к 7. Бабки переведут на карту, наличку снимать не хотят». «Ты смотри, чтобы опять не разнесли ничего», — отозвалась Алина, брызгая химическим очистителем на варочную панель. «А то Николай вчера звонил, нервный какой-то. Говорит, морячок этот по спутнику 2 раза связывался, про квитанции выспрашивал». «Да пошел он, этот морячок», — Денис сплюнул семечко от яблока прямо в раковину. «Пусть льдины считает. Еще полмесяца точно не приплывет». Я усмехнулся в темноте своей комнаты. Оскал получился больше похожим на гримасу боли. «Завтра, Денис. Завтра твой мир, построенный на моей территории, рухнет». В пятницу, без 5:45 вечера, я уже сидел на заднем сиденье неприметного тонированного микроавтобуса, припаркованного во дворе моего дома. Рядом со мной находился Михаил Сергеевич, от которого пахло дорогим парфюмом, резко контрастировавшим с запахом машинного масла и сигарет, исходившим от 3 крепких мужчин в штатском на передних сиденьях. Это были оперативники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которых Успенский привлек к операции. На моих коленях лежал раскрытый ноутбук. Экран тускло светился, транслируя пустоту моей квартиры. Мобильный интернет здесь внизу работал с небольшими задержками, но картинка была четкой. Дождь лил, как из ведра. Дворники микроавтобуса ритмично смахивали потоки воды с лобового стекла. Двор казался вымершим. «Волнуетесь, Алексей Дмитриевич?» — тихо спросил Успенский, не глядя на меня. «Я зол, Михаил Сергеевич», — так же тихо ответил я, не сводя глаз с экрана. «Мое терпение закончилось 3 дня назад. Сейчас работает только дисциплина». В 19 часов 10 минут во двор въехало такси бизнес-класса.
Из него вышли мужчина, женщина и девочка-подросток. Водитель достал из багажника 2 внушительных чемодана. Сквозь пелену дождя я увидел, как к ним навстречу из-под козырька подъезда шагнул Денис. На нем была модная кожаная куртка. Он широко и приветливо улыбался гостям. «Вот они», — процедил старший оперуполномоченный, сидевший на пассажирском кресле впереди. Он поднес к губам портативную рацию. «Внимание! Объект пошел на контакт. Ждем сигнала». На экране моего ноутбука камера в прихожей ожила. В квартиру вошел Денис. За ним, отряхивая зонты, потянулись туристы. «Проходите, пожалуйста». Голос Дениса из динамиков звучал как патока. «Обувь можете оставить здесь. Квартира после клининга. Все идеально чистое. Спальня прямо по коридору, гостиная направо». «Ой, как уютно!» — женский голос из динамиков больно резанул меня по слуху. Женщина восторгалась моим ремонтом, моей жизнью, которую ей продали за несколько тысяч рублей. «А где можно подключиться к Wi-Fi?» «Пароль на роутере в коридоре». Денис стоял у зеркала, крутя на пальце ключи. «Значит так. Расчет у нас безналичный, как договаривались. Переводите на номер, привязанный к телефону. Сумма за 3 суток — 27 тысяч рублей плюс депозит за сохранность имущества — 5 тысяч. Депозит верну при выезде». Мужчина-турист достал смартфон. «Секунду, сейчас оформлю перевод». Я смотрел на экран, не дыша. Михаил Сергеевич положил руку мне на плечо. «Ждем». Нужен факт передачи денег. Нужно, чтобы транзакция прошла. Тишина в микроавтобусе стала осязаемой. Было слышно лишь тяжелое дыхание оперативников и шелест дождя по крыше. «Готово», — перевел. Донесся из динамика голос туриста. Секунду спустя в кармане Дениса пискнул телефон. Он достал его, посмотрел на экран и снова расплылся в своей гнусной улыбке. «Отлично. Деньги пришли. Вот ваши ключи. Верхний замок не закрывайте, он немного заедает. Если что-то понадобится, звоните в любое время, я всегда на связи». Денис протянул связку моих ключей чужому человеку. «Пора», — бросил Михаил Сергеевич. Старший оперативник нажал кнопку на рации. «Пошли, работаем». Боковая дверь микроавтобуса с лязгом отъехала в сторону. Холодный сырой воздух Петербурга ударил мне в лицо. Мы выскочили под ливень. Оперативники двигались быстро, бесшумно, как тени, перепрыгивая через лужи. Я бежал следом за ними, и каждый мой шаг отдавался гулким стуком в висках. Адреналин заливал кровь, стирая усталость, стирая страх, стирая все, кроме жажды расплаты. Мы ворвались в подъезд. Лифт не ждали. Взлетели по лестнице на 4-й этаж в считанные секунды. Оперативники рассредоточились у моей двери. Один из них с мощными плечами борца прислушался к звукам из-за стальной створки. Дверь была не заперта. Денис еще не успел выйти. Он все еще стоял в моей прихожей, прощаясь со своими очередными жертвами. Оперативник резко дернул ручку вниз и плечом распахнул тяжелую дверь настежь. «Полиция! Работает УБЭП! Всем оставаться на своих местах!» — рявкнул он голосом, от которого зазвенели стекла в подъезде. Я шагнул в свою квартиру следом за оперативниками. Мой час пробил. В прихожей повисла гробовая звенящая тишина, разорвавшаяся лишь испуганным вскриком девочки-подростка. Картина, представшая перед моими глазами, была достойна театра абсурда. 3 оперативников в штатском, размахивая красными корочками удостоверений, мгновенно перекрыли все пути к отступлению. Турист из Москвы, мужчина лет 40 в дорогом кашемировом пальто, выронил из рук связку моих ключей. Они со звоном ударились о дубовый паркет, звук которого эхом отдался в моей груди. Его жена прижала дочь к себе, вжимаясь спиной во встроенный шкаф-купе. А Денис? Лицо Дениса, секунду назад излучавшее самодовольную уверенность успешного дельца,
на глазах приобретала цвет мокрого петербургского асфальта. Его челюсть отвисла, глаза расширились от животного ужаса, когда один из оперативников жестко взял его за локоть и развернул лицом к стене, заставив упереться руками в дорогие итальянские обои. «Что? Что происходит?» — пролепетал турист, переводя растерянный взгляд с оперативников на меня. «Мы только что сняли эту квартиру. Мы заплатили за 3 суток. Вот перевод, вот объявление на сайте. Эдуард, скажите им». Он указал дрожащим пальцем на Дениса. Я медленно, чеканя каждый шаг, вышел вперед. Моя спина была прямой, как мачта во время шторма. Холодная, почти физически осязаемая ярость выжигала изнутри остатки эмоций. Я посмотрел на Дениса, чья щека сейчас была расплющена о стену, и тихо, но так, чтобы слышал каждый в этой комнате, произнес: «Его зовут не Эдуард. Его зовут Денис. И он вам ничего не сдавал, потому что эта квартира принадлежит мне». Я достал из внутреннего кармана куртки паспорт и выписку из Единого государственного реестра недвижимости, который заранее подготовил Михаил Сергеевич. Я бросил их на стеклянную поверхность обувной полки. «Меня зовут Чернов Алексей Дмитриевич. Я единственный собственник этого помещения. Никаких доверенностей на сдачу в аренду я не подписывал. Вы стали жертвами мошенников, проникших в мое жилище незаконным путем». Женщина-туристка охнула и осела на банкетку, закрыв лицо руками. Ее муж побледнел, его руки затряслись. Он смотрел на меня так, словно увидел призрака. В каком-то смысле я им и был. Призраком, восставшим из морской пучины, чтобы забрать свое. «Вы шутите?» — прошептал он, доставая телефон. «Мы же только что перевели ему 32 тысячи рублей. С депозитом». «Старший оперуполномоченный Смирнов», — представился один из оперативников, предъявляя туристам удостоверение в развернутом виде. «Успокойтесь, граждане. Вы проходите по делу как свидетели. Попрошу вас проследовать на кухню и дать показания моему коллеге. Все переводы зафиксированы, деньги вам вернут. В рамках уголовного дела». 2 оперативников мягко, но настойчиво оттеснили шокированную семью на кухню. В прихожей остались только я, Михаил Сергеевич, старший опер Смирнов и Денис, которого все еще держали лицом к стене. «Ну что, Денис?» Голос Смирнова звучал деловито, без лишних эмоций. Он профессионально обхлопал карманы куртки мошенника, извлекая оттуда 2 смартфона и пухлое портмоне. «Телефон разблокируем. Транзакцию видим. 27 тысяч аренда, 5 тысяч залог. Статья 159, часть 2, мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. А учитывая, что ты тут не один работаешь, пойдет как группа лиц по предварительному сговору. Это уже до 5 лет». Денис судорожно сглотнул. Его гонор испарился, как дешевый одеколон. «Начальник, командир, вы не понимаете», — заблеял он, пытаясь повернуть голову. «Я просто управляющий. Я на зарплате сижу. Мне ключи дали, сказали сдавать. Я не знал, что хата, что хозяин против». «Не знал?» Я шагнул к нему вплотную. Запах его страха смешивался с вонью цитрусового освежителя, которым они заливали мою квартиру. «Ты не знал, что лох-морячок будет куковать на Северном полюсе до Нового года? Ты не знал, что нужно проветривать квартиру от малолеток, чтобы соседка Анна Павловна не жаловалась? Ты не знал, кому ты отдаешь 30% наличными каждый месяц?» Денис замер. Его зрачки сузились до размера булавочной головки. Он посмотрел на меня с таким непередаваемым ужасом, словно я читал его мысли. Он не понимал, откуда я знаю эти детали.
Он не мог знать о 3 скрытых камерах, которые сейчас бесстрастно записывали каждый его вздох. «Откуда?» — прохрипел он. «Заткнись!» — коротко бросил Смирнов, сильнее прижимая его к стене. «Значит так, Денис, сейчас ты сядешь на этот прекрасный диван и напишешь чистосердечное признание с именами, фамилиями и схемами передачи денег. Либо ты едешь в изолятор временного содержания прямо сейчас как организатор и берешь все на себя. Выбирай». Денис затрясся мелкой дрожью. Он сломался быстрее, чем я ожидал. Мелкий паразит, привыкший жить за чужой счет, оказался совершенно не способен нести ответственность. «Я все напишу, все скажу. Это Орлов. Виктор Николаевич Орлов, председатель ТСЖ. Это он ключи дал, он наводки давал. Кто из жильцов в долгих отъездах. Мы с Алиной только убирались и клиентов искали». Михаил Сергеевич, все это время молча стоявший у входа, удовлетворенно кивнул. План работал, как швейцарские часы. Первая половина мышеловки захлопнулась, сломав хребет мелкому грызуну. Теперь нужно было поймать крысу покрупнее. «Отлично», — сказал Успенский своим ледяным, безупречным баритоном. «А теперь, Денис, ты возьмешь свой разблокированный телефон и позвонишь Виктору Николаевичу». Денис замотал головой, его глаза наполнились паникой. «Мы что, он меня уроет? Он тут всем заправляет». «Уроет он тебя или нет, это ваши внутренние проблемы», — отрезал Смирнов, отпуская его воротник и позволяя повернуться. «Звони. Скажешь ему, что клиенты из Москвы оказались проблемными. Скажешь, что они залили соседей снизу, прорвало трубу в ванной, вода хлещет. И что Анна Павловна уже колотит в дверь и грозится вызвать полицию. Скажешь, что тебе срочно нужен председатель, чтобы перекрыть стояк в подвале и решить вопрос, пока не приехали менты. Понял?» Денис судорожно сглотнул, растирая покрасневшее запястье. Он посмотрел на свой телефон в руках оперативника, затем на меня, затем снова на телефон. Выбора у него не было. Смирнов набрал номер Орлова из контактов Дениса и включил громкую связь, протянув аппарат мошеннику. Гудки шли долго. Я слушал их, чувствуя, как внутри натягивается струна, готовая вот-вот лопнуть. Наконец раздался знакомый, вкрадчивый голос председателя. «Денис? Я же просил не звонить мне вечером без крайней необходимости». Николаич, беда», — голос Дениса дрогнул, и это прозвучало на удивление натурально. Страх перед полицией оказался сильнее страха перед подельником. «Трубу прорвало у морячка. В ванной. Вода хлещет. Москвичи паникуют. Анька!» Анна Павловна снизу орет дурниной. В дверь колотит, говорит: «Ментов сейчас вызовет». В трубке повисла тяжелая пауза. Я представил, как в своей шикарной квартире Виктор Николаевич меняется в лице. Полиция в этой схеме ему была совершенно не нужна. «Идиоты», — прошипел Орлов, и от его интеллигентности не осталось и следа. «Я же говорил, сантехника там старая. Закрой их там, никому не открывай. Ментов только не хватало. Я сейчас спущусь в подвал, перекрою стояк, потом поднимусь. Жди». Связь оборвалась. Смирнов довольно ухмыльнулся, пряча телефон Дениса в карман. Клюнул. Минут через 10 будет здесь. Я подошел к окну в гостиной. Дождь снаружи превратился в настоящий ливень. Потоки воды размывали очертания фонарей. Моя крепость была осквернена, наполнена чужими людьми, пропитана чужими запахами. Но теперь я чувствовал себя не жертвой, а хирургом, готовящимся вырезать гнойник. Прошло 12 минут. В прихожей, где мы ждали в полном молчании, туристы с оперативником все еще сидели на кухне, рождался звук поворачивающегося ключа. Виктор Николаевич даже не стал звонить в звонок. Он открывал дверь своим, запасным ключом, который я доверил ему для полива фикуса.
Дверь распахнулась. Орлов шагнул через порог, стряхивая мокрый зонт. На нем был накинут дождевик поверх домашнего кардигана. Он был зол. Его лицо покраснело от быстрого шага. «Денис, мать твою, ты где?» — рявкнул он, не поднимая глаз и возясь с замком. «Я перекрыл стояк, что у вас там?» Он осекся на полуслове, подняв взгляд. Холодный металл наручников сухо щелкнул на его запястьях, эхом отразившись от стен моей некогда безупречной прихожей. Оперативник Смирнов сработал молниеносно, заломив руки председателя за спину, прежде чем тот успел сообразить, что происходит. Виктор Николаевич попытался дернуться. Его глаза расширились от шока, когда он увидел удостоверение УБЭП перед своим носом. А затем его взгляд переместился на меня. Я стоял посреди комнаты, вдыхая чужой, до тошноты приторный цветочный парфюм, въевшийся в обои, и молча смотрел прямо в бегающие, жалкие глаза человека, которому доверил охранять свое единственное убежище. «Добрый вечер, Виктор Николаевич». Мой голос прозвучал, как лязг затвора в пустой комнате. «Фикус поливать пришли». Его лицо стремительно теряло краски. Седая бородка затряслась. Интеллигентный, уверенный в себе хозяин дома в одно мгновение превратился в загнанного в угол жалкого старика. Алексей Дмитриевич». Его голос сорвался на сип. Вы же в Баренцевом море». «Я сошел на берег, Виктор Николаевич. У меня появились срочные дела в Петербурге. Нужно было проверить счетчик электроэнергии. Тот самый, который, как вы уверяли, дал сбой». Орлов судорожно сглотнул. Он перевел взгляд на Дениса, который сидел на банкетке, уткнувшись лицом в ладони. Затем на оперативников. Затем на Михаила Сергеевича. До него начало доходить. Весь масштаб катастрофы обрушился на него с неотвратимостью 9-го вала. Это недоразумение», — пробормотал он, пытаясь изобразить возмущение, но голос его предательски дрожал. Я пустил родственников. Пожить пару дней. Ключи. Родственников, которые платят вам 30% от оборота наличными на этой самой кухне?» Перебил я его, и от моего тона оперативник Смирнов даже чуть вздрогнул. «Родственников, которые превратили мою квартиру в публичный дом и гостиницу на протяжении 8 месяцев? Вы ничего не докажете!» Взвизгнул Орлов, и его лицо перекосило уродливая гримаса ненависти. Маска интеллигента слетела окончательно. «Это мое ТСЖ. Мой дом. У вас нет доказательств, Чернов. Слово против слова. Денис наркоман, он врет». Михаил Сергеевич Успенский медленно, с изяществом хищника, подошел к комоду, на котором стояла фигурка Будды. Он аккуратно повернул ее так, чтобы объектив скрытой камеры смотрел прямо в перекошенное лицо председателя. «Уважаемый Виктор Николаевич», — произнес адвокат бархатным голосом, «в течение последних 4 суток каждый ваш вздох, каждый рубль, который вы взяли из рук Дениса, и каждое ваше слово об оптимизации квитанций были записаны в формате 4К с идеальным звуком. Вы сейчас находитесь на месте совершения преступления с поличным. Ваш подельник уже дал признательные показания. Доказательная база собрана и закреплена». Орлов посмотрел на бронзового Будду, в мантии которого тускло блеснул крошечный объектив. Его ноги подкосились. Если бы оперативник Смирнов не держал его за локти, председатель рухнул бы на дубовый паркет, чистоту которого он так нагло монетизировал. Он понял, что проиграл. Все было кончено. «Уводите их», — бросил Смирнов своим бойцам. «Обоих в машину. Едем оформляться. И туристов этих выведите, пусть показания в отделе подпишут».
Когда оперативники вывели Орлова и Дениса в подъезд, а шокированная семья туристов, волоча свои чемоданы, поспешила следом, в квартире внезапно наступила тишина. Та самая тишина, которую я так любил, ради которой я работал в адских условиях. Но теперь она была отравлена. Я стоял посреди гостиной, глядя на смятое покрывало, на грязные следы обуви в прихожей. Мой дом больше не был моим. Это было место преступления. Михаил Сергеевич подошел ко мне и тихо положил руку на плечо. «Вы победили, Алексей. Мы закроем их надолго. Я лично прослежу, чтобы Орлов сел, а не отделался условным сроком. Мы выжмем из них миллионные компенсации за моральный ущерб и износ имущества. Вы отомстили». Я посмотрел на адвоката. В его глазах читалось искреннее уважение. Но внутри себя я не чувствовал ни триумфа, ни радости победы, только бездонную, выжигающую пустоту. «Я знаю, Михаил Сергеевич», — ответил я, глядя в окно, где петербургский дождь продолжал смывать грязь с улиц. «Но мстить — это одно. А вернуть себе чувство дома — совсем другое». Я подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Внизу в свете фонарей оперативники заталкивали Орлова в тонированный микроавтобус. Моя крепость выстояла, но враги оказались внутри стен. И теперь мне предстояло решить, как жить дальше на этих руинах доверия. Судебные жернова мололи медленно, равнодушно и неотвратимо. Следующие 8 месяцев моей жизни превратились в бесконечную череду допросов, очных ставок, экспертиз и судебных заседаний. Мой отпуск за свой счет давно закончился, и мне пришлось уволиться с судна, потеряв престижное место старшего помощника капитана, чтобы довести это дело до конца. Я променял рев океана на шелест протоколов, а штормовой ветер — на спертый воздух коридоров районного суда. Но Михаил Сергеевич Успенский отрабатывал каждый вложенный в него рубль. Он вцепился в глотку мошенникам с мертвой хваткой бультерьера. Наша доказательная база была безупречна. Часы видеозаписей высокого разрешения, чистосердечные признания Дениса и Алины, выписки с банковских счетов, где фигурировали сотни переводов от разных людей, и, наконец, показания тех самых 32 свидетелей-туристов, которых полиция успела найти и опросить по горячим следам. Виктор Николаевич Орлов пытался выкрутиться до последнего. В зале суда от его лощеной интеллигентности не осталось и следа. Сидя в стеклянной клетке для подсудимых, он казался сдувшимся, постаревшим лет на 10 воздушным шариком. Его седая бородка всклокочилась, дорогие костюмы сменились на мятый свитер. Его новый адвокат приносил стопки медицинских справок, утверждая, что у председателя больное сердце, диабет и гипертония. Орлов плакал, хватался за грудь, клялся, что бес попутал, что он хотел лишь собрать деньги на ремонт крыши нашего дома. Но экран, установленный в зале суда, бесстрастно транслировал кадры, где этот больной старик элегантно пересчитывает 5000-ние купюры на моей кухне и советует оптимизировать квитанции лоха-морячка. Приговор зачитывали 2 часа. Судья, уставшая женщина с холодным голосом, не нашла оснований для снисхождения. Виктор Николаевич Орлов был признан виновным в организации мошеннической схемы и незаконном проникновении в жилище. Учитывая использование служебного положения, он получил 4 года реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Когда прозвучали эти слова, Орлов глухо застонал и осел на деревянную скамью своей стеклянной клетки. Денис, активно сотрудничавший со следствием и сдавший всех с потрохами, отделался 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком. Арина получила 2 года условно.
Кроме того, суд полностью удовлетворил наш гражданский иск. Солидарно со всех троих в мою пользу было взыскано 3 миллиона 800 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация материального ущерба, упущенная выгода, износ дорогостоящего ремонта и 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Мы вышли из здания суда на залитую весенним солнцем улицу. Михаил Сергеевич крепко пожал мне руку. «Вы добились абсолютной справедливости, Алексей Дмитриевич», — сказал он, пряча документы в кожаный портфель. «Редкий случай в моей практике, когда зло наказано настолько показательно. Деньги поступят на ваш счет после реализации арестованного имущества Орлова. Можете возвращаться в море. Ваша крепость снова принадлежит только вам». Я поблагодарил адвоката, сел в такси и назвал свой адрес на Васильевском острове. Я ехал домой, но внутри меня царила звенящая мертвая пустота. Правосудие свершилось, преступники сидели за решеткой, мои счета пополнились на крупную сумму, но то, ради чего я все это затеял, вернуть было невозможно. Когда я открыл тяжелую стальную дверь своей квартиры, меня встретила идеальная чистота. За прошедшие месяцы я нанимал профессиональную клининговую компанию трижды. Они мыли полы роторными машинами, обрабатывали стены озонаторами, проводили химчистку всей мебели. В воздухе пахло больничной стерильностью, озоном и дорогим полиролем. Никакого запаха цитрусового освежителя, никакого чужого парфюма. Я медленно прошел в гостиную. Мои книги стояли ровными рядами. Фигурка бронзового Будды, из которой я давно вытащил микрокамеру, бесстрашно смотрела на меня с комода. Мой дубовый паркет блестел, отражая солнечные лучи. Я сел на диван и провел рукой по обивке. И тут же одернул ладонь. Перед моим мысленным взором мгновенно вспыхнули кадры с камер видеонаблюдения. Я видел, как на этом самом диване пьяные малолетки боролись и проливали пиво. Я прошел на кухню, посмотрел на стеклянный стол и увидел Виктора Николаевича, пересчитывающего грязные деньги. Я заглянул в спальню, где стояла абсолютно новая кровать с новым матрасом. Старую я приказал выбросить на свалку в первый же день после ареста. Но даже эта новая мебель не спасала. В моем воображении на ней извивались безликие чужие тела. Моя крепость была изнасилована. Пространство, которое я считал продолжением себя, было осквернено на каком-то метафизическом, невидимом уровне. Сколько бы слоев мастики не наносили клинеры, сколько бы озона не закачивали в эти комнаты, квартира была отравлена чужим присутствием. Это было похоже на то, как если бы кто-то надел твою кожу и походил в ней пару месяцев, а потом вернул обратно. Вроде бы чисто, но прикасаться тошно. Я вспомнил своего пса-пирата. Вспомнил улыбчивого соседа с отравленной колбасой. Тот урок из детства, который я попытался заглушить толстыми стальными дверями и камерами видеонаблюдения, снова настиг меня. Невозможно отгородиться от человеческой подлости кирпичными стенами. Предательство всегда приходит изнутри, открывая замки твоими же собственными ключами. Я опустился на пол посреди гостиной, обхватил голову руками и долго сидел в идеальной, стерильной тишине. Солнце медленно садилось за крыши петербургских домов, окрашивая обои в кроваво-красный цвет. В этот вечер я принял окончательное решение. Через неделю я выставил квартиру на продажу. Я продавал ее со всем содержимым, с дорогой встроенной техникой, с дубовым паркетом, с книгами, с посудой и кожаным креслом. Я хотел вычеркнуть это место из своей жизни хирургическим путем, не оставляя ни единой вещи, которая напоминала бы мне о пережитом унижении. Покупатель нашелся быстро. Молодой бизнесмен из Сибири, влюбившийся в авторский ремонт.
Сделка прошла гладко и без единой заминки. За 35 миллионов рублей я передал этому восторженному сибиряку не просто элитные квадратные метры, а свое оскверненное святилище. Когда в тихом кабинете нотариуса я положил на полированный стол ту самую связку ключей, тяжелую, металлическую, ту самую, которой пользовались Денис, Алина и сотни безликих грязных теней, я почувствовал, как с моей груди с громким треском сварилась невидимая бетонная плита. Я вышел на Невский проспект, полной грудью вдохнул влажный, пропитанный выхлопными газами петербургский воздух и впервые за почти год улыбнулся. Это была пустая, вымученная, хищная улыбка, но она принадлежала абсолютно свободному человеку. Но я не собирался бежать из города. Моя паранойя, взращенная предательством, переросла в холодный, кристаллизованный абсолют. Мои требования к безопасности стали поистине маниакальными. Я больше не искал просто комфортное жилье с дубовым паркетом. Я искал высокотехнологичный бункер с панорамными окнами. Спустя 2 месяца изматывающих поисков я нашел именно то, что мне было нужно. Это был закрытый клубный комплекс на Крестовском острове. Территория была обнесена 3-метровым кованым забором с глухим внутренним экраном из тонированного поликарбоната. Никаких товариществ, собственников жилья, с их елейными, улыбчивыми председателями. Управлением занималась крупная федеральная охранная корпорация с жестким регламентом. На единственном въезде располагался контрольно-пропускной пункт с пуленепробиваемыми стеклами, шлагбаумами, противотаранными барьерами и круглосуточной вооруженной охраной. По всему периметру в подземных паркингах, в коридорах и лифтах были установлены десятки умных камер с системой распознавания лиц. Доступ на жилой этаж был возможен только по индивидуальной биометрической карточке, сканирующей сетчатку глаза и отпечаток пальца. Никаких физических запасных ключей. Никаких доверенных лиц для полива цветов. Никто не мог пройти к моей двери, не оставив цифровой след в 3 независимых базах данных. Я купил квартиру на 12-м этаже. 120 квадратных метров абсолютно голого, серого, монолитного бетона. В ней не было ни чужой ауры, ни теней прошлого, ни запаха дешевого парфюма. Только строительная пыль и ветер, гуляющий в вентиляционных шахтах. Я нанял бригаду немых, угрюмых строителей и лично, маниакально контролировал каждый этап черновых работ. Я установил бронированную стальную дверь 5-го класса защиты, такие ставят в банковских хранилищах, с массивным биометрическим замком, который отпирался только прикосновением моего правого указательного пальца. Внутри квартиры, помимо стандартной системы, я смонтировал собственную, автономную сеть безопасности с датчиками объема, скрытыми тепловизорами и микрофонами. Сигнал от них шел напрямую на мой персональный спутниковый телефон по зашифрованному военному каналу. Если бы в квартиру проникла даже мышь, я узнал бы об этом, находясь посреди Индийского океана. Я восстановился в пароходстве. Капитан Степан Ильич, когда мы сидели в его прокуренной каюте, и я рассказал ему всю эту безумную историю от начала и до конца, только тяжело покачал седой головой, налил мне половину граненого стакана коньяка и без лишних вопросов вернул на должность старшего помощника. Через 3 недели я снова должен был уйти в долгий рейс. На этот раз на 6 месяцев через Атлантику в порты Южной Америки. Накануне отплытия я стоял у огромного панорамного окна своей новой, еще пахнущей свежей мастикой и дорогой кожей гостиной. Ночь опустилась на Санкт-Петербург, зажигая тысячи желтых огней. Внизу, в свете прожекторов, по идеально вычищенным дорожкам, размеренным шагом двигался патруль охраны в черной униформе.
В моей новой квартире не было ни одного живого растения. Поливать было нечего. Заботиться было не о ком. Я добился своего. Я построил идеальную, неприступную крепость, где никто и никогда не сможет вторгнуться в мое личное пространство. Но, глядя на свое бледное, осунувшееся отражение в темном стекле окна, я кристально ясно понимал страшную цену этой безопасности. Чтобы навсегда защитить свой мир от лжи и предательства, мне пришлось запереть его изнутри. Я стал узником собственной паранойи, добровольным затворником, который больше никогда, ни при каких обстоятельствах не поверит чужой человеческой улыбке и участливому голосу. Сосед с отравленной колбасой и Виктор Николаевич Орлов победили. Они убили во мне способность доверять. Я развернулся, подошел к массивной стальной двери и коснулся сканера пальцем. Дверь плавно закрылась. Массивные стальные ригели с глухим, утробным лязгом вошли в бетонную стену. Система безопасности мягко пискнула, активируя датчики движения. Красный огонек лазера мигнул в темноте прихожей. Я закрыл глаза, вслушиваясь в абсолютную, мертвую, стерильную тишину своего нового бункера. И впервые за этот долгий страшный год я почувствовал покой. Холодный, безжалостный, одинокий, но мой собственный покой.